В январе 2006 года Владимир Путин с делегацией прибыл в Якутию. Тогда все звучало по-новому. Дальний Восток называли точкой роста, Якутия — стратегическим регионом. Путин проводит заседание Совета по развитию Дальнего Востока и дает обещания, которые должны были изменить жизнь якутян. Но с тех пор прошло почти 20 лет. В нашей повестке вопросы укрепления экономики и социальной сферы Республики Саха-Якутия. Транспортной системы. Это не только одна из кровеносных артерий якутской экономики. Ее развитие прямо влияет и на обеспечение мобильности жителей региона, повышает качество жизни граждан России, проживающих в Якутии. Серьезное внимание следует уделить строительству железнодорожной линии Беркакит-Тамут-Якутск, одна из, видимо, приоритетных линий. Здесь должно быть налажено четкое взаимодействие всех ведомств. Строго соблюдены определенные сроки и графики. Мы предлагаем и поддерживаем предложение, которое высказал руководство республики, пройти мостом на левый берег реки и зайти в порт Якутск. Это все будет дешевле, чем строительство нового порта, которое в принципе не решает вопрос. Мостовой переход предварительно 13 миллиардов рублей. Здесь будет совмещенный железнодорожный с автомобильным. Но мы считаем, что к 2013 году реально этот проект можно организовать. Тогда обещали, что поезд дойдет до Якутска через несколько лет. За 20 лет железная дорога так и не дошла до Якутска, а мост через Лену так и остался в бумагах. За эти годы стоимость строительства выросла более 10 раз, с 13 миллиардов до 175 миллиардов рублей. Путин обещал газификация, комфорт, тепло в каждом доме. Полагаю, что надо существенно активизировать разработку программы создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи и транспортировки газа. Нужно активизировать создание единой системы добычи и транспортировки газа. Газопровод построен, только вот газ пошел не в якутские села, а в китайские. Якутяне, как и 20 лет назад, топят печи углем и дровами. Это одно из опорных точек роста Восточно-Сибирского региона в целом. И не только надежно обеспечить внутренние потребности республики, но наладить также поставки энергоресурсов на рынке Дальневосточного федерального округа и далее на рынке наших партнеров по АТР. Потребность в энергетике в Азиатско-Тихоокеанском регионе возрастает больше, чем в других регионах мира. «Мы создадим мощную энергетическую базу региона», — обещал Путин. Планировалось строительство Южно-Якутской ГЭС и новых энергомощностей, но проект так и не начался. Сегодня энергосистема изношена, тарифы растут, перебои с электричеством являются нормой. Важная задача – это развитие сети автомобильных дорог. Они способны снизить риски по северному завозу, открыть новые возможности для деловой жизни населения отдаленных районов. Нужно обеспечить круглогодичную транспортную доступность районов республики. 20 лет спустя эта цель остается недостижимой. В сентябре 2025 года авиакомпания «Полярные авиалинии» вообще приостановила выполнение социально значимых пассажирских рейсов по республике. На программу требовалось 556 миллионов рублей, а выделили всего 84 миллиона. Минтранс Якутии предлагает перелеты по заявкам муниципалитетов и экономически обоснованным тарифам, перекладывая ответственность на местные администрации. Обещание федеральной власти так и не выполнено, а жители республики продолжают сталкиваться с ограниченной транспортной доступностью. Прежде всего речь идет о серьезном материальном укреплении школ, вузов, а также медицинских учреждений и прежде всего первичного звена. Уже в начале года врачи и медсестры общей практики, классные руководители в школах должны получить прибавку к заработной плате. В ближайшее время за счет федерального бюджета начнут поступать современные средства связи, компьютерная техника. Учитывая огромную территорию Якутии, особое значение будет иметь внедрение дистанционных образовательных программ и доступ к интернету. Обещали, что жители самых отдаленных территорий должны получать медицинскую помощь на современном уровне. 20 лет спустя ситуация остается критической. Разруха, больницы без оборудования, в лусах региона остро не хватает врачей, а инфраструктура первичного звена почти не развита.
Вместо того, чтобы укреплять медицинскую сеть в республике, якутских специалистов отправляют на оккупированные территории. Все это происходит по поручению главы Якутии Айсена Николаева. Между тем, собственные жители Якутии остаются без должного медицинского обслуживания. 20 лет обещаний модернизации здравоохранения остались лишь словами. Реальные пациенты ждут помощи, которая так и не приходит. Большое внимание, большее внимание следует уделить увеличению объемов жилищного строительства, в том числе за счет ипотечного кредитования и специальных программ для молодых семей и молодых специалистов. Только что вот мы ехали, смотрели на ветхое жилье. И здесь его достаточно и в городе, и в республике в целом. До сих пор тысячи якутян живут в ветхих домах, построенных еще в советские годы, в бараках, которые буквально разваливаются на глазах. 17-й квартал в Якутске и другие микрорайоны города остаются больной мозолью. А в Улусах ситуация не лучше. Люди ждут переселения уже десятилетиями. Обещания федеральных и республиканских чиновников о новых домах и комфортной жизни так и остались на бумаге. Третье. В числе важнейших задач – подъем агрокомплекса Якутии. Потенциал региона в этой отрасли очевиден. Достаточно сказать, что по продукции сельского хозяйства на душу населения Якутия занимает сегодня второе место по Дальневосточному округу. Укрепление базы крестьянских и фермерских хозяйств позволит снизить зависимость от внешних поставок. Значительные перспективы здесь открываются в связи с реализацией приоритетного национального проекта развития АПК. Мы должны развивать агропромышленный комплекс республики, создать условия для продовольственной безопасности региона. С тех пустых слов прошло почти 20 лет, но вместо продовольственной безопасности Якутия сегодня зависит от завозных продуктов. Большинство овощей и фруктов китайские, молоко и мясо из соседних регионов. Местные фермеры выживают, а не развиваются. Также на совещании в закрытом режиме были рассмотрены вопросы деятельности акционерной компании «Алроса». Именно тогда решилась будущая судьба республики. После той встречи за закрытыми дверями в Якутске Владимир Путин стал хозяином главной сокровищницы Якутии – компании «Алроса». Алмазы, которые должны были служить народу, стали кормить кремлевскую элиту. Штыров, в начале своего президентства обещавший развитие и самостоятельность, превратился в покорного исполнителя воли Путина, который собственноручно передал Москве контроль над алмазной империей. С этого момента республика потеряла право распоряжаться своими богатствами. Москва получает миллиарды, а Якутии достаются нищета, ветхие дома и разбитые дороги. Сегодня республика постоянно живет с протянутой рукой, выпрашивая у Москвы дотации. Тогда Путин забрал у нас ресурсы, сегодня он забирает жизни. Моноструктурная экономика. Экономика, ориентированная прежде всего на добычу сырья. Обладая естественными конкурентными преимуществами и богатым природным потенциалом, республика все еще продолжает получать помощь федерального бюджета.